Второй день форума ознаменован рядом стратегических решений. Так, Фонд национальных технологических инициатив выделит Якутии 100 миллионов рублей на открытие новых кинозалов. Еще 123 новых кинозала откроются в малых селах Якутии по проекту «Экстра Синема». Сегодня в республике уже действует 27 залов. В следующем году за счет регионального бюджета откроется еще 23 и 100 залов с помощью национальных технологических инициатив. Так в Якутии будет создана сеть, которая по масштабу будет единственной в России. «Экстра Синема» на этом не останавливается. На форуме они представили новую модель кинопроекта. Проектор разработан специально для больших учреждений, для домов культуры, для университетов. Он очень яркий и имеет встроенный медиасервер, который может любой зал практически превратить в кинозал и демонстрировать там лицензионное кино. То есть если наша первая модель проектора была для небольших населенных пунктов, там, до 10 метров ширины экрана, а этот уже может работать до 14 метров ширины. Лучшую креативную практику Якутии масштабировали на 18 регионов России. Так, дальневосточная стартап-экспедиция переросла в арктическую. Это конкурсная презентация проектов по 8 направлениям. На форуме состоялся финал по разработке игр. Мы подводим итоги по 4 из них, предварительные итоги. Это у нас прошли, получается, с сентября по текущий день. По анимации в Хабаровске, по кино в Мурманске, по дизайну одежды в Биробиджане. И здесь, на площадке цифрового МАЗа, 12 разработчиков игр представили свои проекты. И в каждом из направлений один победитель получает приз в сумме 1 миллион рублей. Уже есть первые какие-то от экспертов, например, от Сколково, уже заинтересованность в том, чтобы развивать эти проекты, потому что большой потенциал в них. Арктическая стартап-экспедиция может стать международным проектом. Участие в нем могут принять страны Азии и Ближнего Востока. Об этом на форуме заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чукунков. Мы активно сейчас развиваем сотрудничество со странами, которые разделяют позицию России, уважают позицию России защищать суверенные ценности, защищать многополярный мир сотрудничества, гармонии. И такие наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате. Поэтому будем работать над тем, чтобы стартап-экспедиция вовлекала в себя все больше ребят, профессионалов и с Дальнего Востока, и с России, и со всего мира. Новшество форума этого года – практические сессии. Это прямое взаимодействие участников и экспертов, обратная связь и реальные действия для осуществления тех или иных предложений. Уже сегодня видны положительные результаты практических сессий. В результате этого форума, в котором принимают участие много руководителей региональных органов власти со всей Российской Федерации, связанных с цифровой трансформацией, будут подготовлены ряд практических предложений для реализации крупного национального проекта, который в нашей стране стартует, экономика данных. И, конечно же, здесь я считаю, что как раз такие мероприятия, как наш цифровой форум, цифровой алмаз, на котором встречаются именно практики, это будут те площадки, с которых будут генериться те предложения, которые потом уже найдут свое воплощение в нашем новом национальном проекте. Это очень важно, это очень нужно. Закрытие форума ознаменовалось награждением участников мероприятий форума «Цифровой алмаз». За 2 дня форум посетило более 2000 участников. Подписаны десятки экономически важных соглашений для реализации инициатив в сфере высоких технологий, образования и финансирования проведения интернета в удаленные поселения Якутии. Республика в очередной раз объединила регионы в сфере креативных индустрий и подтвердила высокий статус развития в этой сфере. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Число подписчиков госпабликов в Якутии достигло 400 тысяч. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом республики Василий Десяткин. Он добавил, что этот показатель свидетельствует о высоком интересе и доверии граждан к официальным источникам информации. На сегодня почти 2500 организаций республики представлены в соцсети ВКонтакте, в городах и в самых отдаленных поселках. Официальные страницы госучреждений позволяют быстрее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств. По итогам мероприятия наградили лучшие госпаблики.
Госпаблики в том числе выполняют очень важную функцию вот именно обратной связи, где житель может оставить не только жалобу, как мы привыкли это видеть, но и простое обращение. Да? То есть особенно это касается школ, детских садов, тех учреждений, где большая аудитория, да? То есть людей, пользующихся услугами этого учреждения. Конечно, это служит еще и каналом обратной связи. Администратор госпаблика, увидев вопрос, адресованный организации, он, соответственно, берет это в работу и отвечает.